Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня у нас тема расклада. Этот человек на вас гадал. И, между прочим, очень часто сейчас гадают, мужчины даже. И что ему сказала гадалка? Что она ему про вас там сообщила, да? Может быть, вы увидите, что сообщили правильную информацию. Может быть, вы увидите, что сообщили неправильную информацию. То есть гадать я буду на Таро, Шепса и Киро. Карты очень говорящие такие. Что сказала этому человеку гадалка? Что ему там нагадали про вас? У нас будет 4 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Вот 4 карты, 4 позиции. Первая карта – это, соответственно, сейчас какие у вас отношения с этим человеком, который на вас гадал. Давайте котиками тоже сегодня украсим. Первая позиция – желтенький котик. Вторая позиция – розовый. Третья позиция – голубой. Четвертая позиция – черный кот. Черный котик у нас, да? Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, убираю остальные в сторону. Он на вас гадал, что ему сказала гадалка. И первая карта – это какие у вас сейчас отношения с этим человеком, в каком они состоянии, каких видят высшие силы. По этой карте вы ориентируетесь, в принципе, тогда какую позицию правильную, неправильную выбрали, может, вам другую надо. Итак, отношения у вас – это десятка крови. Десятка крови показывает неплохие отношения, которые идут вперед. И часто человек увлечен вами, но в то же время может отлучаться на некоторое время, проводить время с кем-то еще, с друзьями, с родителями, на работе. То есть у него есть тут как-то еще своя жизнь, да, но при этом этот человек и на вас сконцентрирован, вас заинтересован, готов строить неплохие отношения. Это видно по нему. И вы сейчас находитесь в этих отношениях друг с другом. Вот вам не нужно путать. Если вдруг у вас не такие отношения, что вы сейчас, допустим, не вместе, все как-то плохо, да, конечно, это не ваша карта и не ваша позиция. Здесь человек, хоть и не готов вам, допустим, отдать всю свою жизнь, все свое время, там, 24 часа в сутки, да, но этот человек готов быть с вами. И то есть, скорее всего, проводит с вами время. Причем, видите, ему письмо идет, да? То есть вы можете, допустим, не физически быть рядом, а переписываться, или он что-то узнает про вас. Но самое главное, что взаимосвязь все равно тут должна быть, и все равно вы как-то общаетесь, поддерживаете отношения. Вот, это вот по этой ориентируйтесь в карте обязательно. Итак, этот человек пошел на вас гадать. Он уже вот погадал, да, и что же ему сказали? Давайте тут посмотрим, что же ему сказали-то про вас. Так, вижу, значит, тройку времени, клетку, ложь. Ну, ему сказали, что вы кандидат нехороший в отношения, что вы на самом деле могли бы из него все соки выпить, его выкрутить, что вы, возможно, ему лжете, общаетесь с кем-то еще, что перспективы отношений у вас совершенно нет, ему сказали. Хотя человек может сейчас быть с вами в связи, да, и общаться, но ему сказали именно, что ни к чему хорошему отношения не приведут, что вы ему просто лжете, что вы надеваете каждый день маску, общаясь с ним. А еще, что вы хотите его поработить,
что вы хотите из него выкрутить, может быть, все соки, все финансы, вытащить из него. Или из нее, если вы мужчина, гадаете на женщину, да, она на вас погадала, и ей сказали, вы лжете. И хотите из нее денежки выкрутить, энергию выкрутить. А на самом деле общаетесь с кем-то еще параллельно, да? То же самое, если мужчина на вас гадал, ему вот так сказали. Он вам теперь, ну, не то, что уж не верит, да? Десятка крови все же хорошая карта. Но, конечно, если человеку такое говорит гадалка, он берет на, ну, как бы так, все равно намек, да? В голову-то берет. Просто этот человек, он пока это не применил на то, чтобы совсем там вас бросить, вот. Но если вы вот видите, уже сейчас что-то пошло, прохладца какая-то, или если вы видите, что человек вдруг отворачивается или что-то такое начали чувствовать, то это из-за этого. Вот иногда на самом деле сейчас мужчины советуются действительно и с гадалками, и с тарологами, и кто на кофейной гуще гадает, и к экстрасенсам ходят, очень часто. И действительно то, что скажут, это зависит. Вот. И вот сейчас у вас именно такая ситуация, что сказали про вас очень плохо, и, может быть, это кому-то было выгодно, да, но уже вот как есть. Поэтому вам лучше с этим быстрее разобраться, ну, поговорить с человеком, если, мол, ну, не то, что прямо там, ой, ты на меня погадал. Нет, конечно. Просто показать ему честность, показать ему искренние чувства, привязанность, любовь. Ну, такая позиция номер 1. А мы идем дальше, к позиции номер 2. Этот человек на вас погадал. Что же ему сказала гадалка? И первая карта — состояние ваших отношений, как их видят высшие силы на сегодняшний день. По этой карте вы ориентируетесь, ваша ли это позиция. Ну, тут у нас 8 времени. 8 времени, знаете, как говорит? О чем? Что если человек жил как вот не в своей тарелке, да, и был в других каких-то отношениях до этого, но все ему было не то и не так. И тут он нашел как бы вас и считает, что вы полностью соответствуете его параметрам, там, его счастью, да. Вы соответствуете тому образу, который он всегда держал в сердце, в голове для создания отношений. Между прочим, карта может часто говорить, что человек вас с души не чает, что он вас обожает, что он о вас мечтает. Неважно, уже продолжаются долго отношения, или они только начинаются, ну, или, может, даже еще не начались. Но сам факт, что этот человек может испытывать к вам большие чувства. Однако, иногда карта может показывать, что резко человек вылетел из гнезда, наоборот, да. То есть это у него с вами был длительный, долголетний брак, где он в итоге почувствовал себя не в своей тарелке и раз и выпорхнул. Это тоже история здесь применима, как противоположный вариант трактовки этой карты. Вот. Но это в редких случаях. Большей частью, конечно, здесь человек понимает, что вы созданы друг для друга, и именно вы ему по сердцу. Хорошо, вот он на вас погадал. Что ему сказали? Давайте посмотрим. Вуду. Пятерка времени, да? Пятерка. Кошмар. Что за гадалок находят эти люди, а? 4 времени. Ему сказали, что вы его привораживали или наводили на него какие-то порчи, проводили черные ритуалы, что он находится сейчас под вашим магическим воздействием, что на самом деле вы хотите побороть всех соперников или соперниц, неважно какой у вас пол, да, то есть конкурентов по отношению к этому человеку, кто хочет у вас его забрать, и увести его куда-то подальше, что это ваши планы, что вы прям на него магичите. Вот что здесь нагадали этому человеку, что вы враг.
что вы обладаете способностями к черной магии. И вот прям, ну, может быть, уже и часто так применяете свою силу или к кому-то обращаетесь и делаете порчи вот эти или привороты черные, чтобы пользоваться ситуацией, пользоваться людьми, и что вот у него возникли к вам такие чувства не просто так, что он испытывал к вам когда бы то ни было чувства не просто так, а просто из-за того, что у вас черная магия в арсенале. Соответственно, конечно, это наводит на размышления, да, человека. Конечно, это ему, не думаю, что было приятно слышать, что, с одной стороны, он как бы чувствовал, что вы его половинка, или как бы тот, кого он нашел в своей жизни, а с другой стороны, ему сказали: да ты что, да это всего лишь приворот. Вот ни больше, ни меньше, или порча вообще. А на самом деле там она просто хочет всех победить и тебя куда-то утараканить, увезти в другой город, в другую страну. Или он, если вы мужчина, вот, и гадаете на женщину. Задумайтесь. Вот такая позиция номер 2. Пользуетесь, манипулируете, да, вот. Интересные гадалки сегодня у нас попались на раскладе в позициях. Итак, 3-я позиция, голубой котик. Человек на вас гадал, что ему сказали. И 1-я карта — ваши отношения, по которой вы ориентируетесь. То есть по карте ориентируетесь, да, как бы соответствует ли она вашим отношениям на сегодняшний день или нет. Так, ну тут воин материи. Здесь отношения как такие, знаете, когда человек, по сути, занят своей работой, уходит часто в свою работу, да, и не особо уделяет вам много времени, не романтичный человек совершенно, увлеченный своим делом или занятиями своими какими-то, несколько отстраненный, но в то же время он может любить при этом, при всем, потому что надежный, спокойный, хозяйственный, что ли. Иногда слишком пассивный. То есть карта может действительно показывать, вот ушел в себя, в работу, там, в свои дела и стал пассивным в любви. Отстраненный, потому что занят своими делами. Карта не говорит о том, что этот человек вас не любит, например. Но карта говорит о том, что он интровертивный, хоть и надежный человек, но интровертивный. Не очень любит много общаться. И просто мало уделяет времени. Понимаете? То есть, если вот вы загадали человека, который очень мало уделяет вам времени, с которым у вас не совсем ясно, что в отношениях, потому что он постоянно занят, то это вот ваша позиция. Что ему про вас нагадали, когда он ходил к гадалке? Или она, да? 9 времени. Спаситель. Река. Ну, ему нагадали, что вы сердитесь, страдаете, чувствуете себя одиноким человеком, и на самом деле вы для него неплохая партия, и что вы его любите, у вас к нему претензии внутренние, но вы его любите, что вы его можете простить, если он будет вести себя иначе, этот человек. И также, что если он будет дарить подарки, я извиняюсь, это у меня окно открыто, будет дарить подарки, оказывать знаки внимания, то у вас очень сильно улучшатся отношения. Неважно, на мужчину вы гадаете или на женщину. Важно то, что этот человек у гадалки узнал, что у вас есть чувства, что вы чувствуете себя очень некомфортно, и что за вами нужно как-то больше ухаживать или просто теплее рядом с вами себя вести по отношению к вам. То есть ему, этому человеку или ей были даны такие советы, что нужно больше тепла и больше проводить времени вместе. И тогда отношения станут лучше. На самом деле гадалка здесь заявляла о том, что
вы созданы друг для друга, и что с вами можно построить семью, хорошие отношения, быть вместе, как у Христа за пазухой, да, под защитой высших сил. И что вы искренне относитесь, хоть и сердитесь сейчас, но искренне относитесь. Поэтому здесь гадалка вас, конечно, в третьей позиции защищала. Вот. И надеюсь, что человек намотал на ус. Но чаще всего приходят на консультацию, конечно, узнают что-то и мотают на ус информацию. То, естественно, берут на вооружение, что плохую, что хорошую. Ну, вот такая позиция номер 3. А мы идем дальше к нашему черному коту, 4-я позиция. Итак, человек на вас погадал. Что ему гадалка сказала? Это наш вопрос. И первая карта — ваши отношения, в каком они состоянии находятся. По ней вы ориентируетесь. Так, ну здесь у нас, значит, 6 времени. Здесь отношения неравные. Неравные. Здесь один гораздо сильнее другого человека, да? Один управляет другим, помыкает, может быть, другим, является, ну, как сказать, тираном в отношениях или просто лидером, но с каким-то давлением, я бы так назвала. Однако тот, кто чуть ниже в этих отношениях, он не является совсем уж слабым человеком. У него тоже есть лидерские качества, да, у этого человека. Возможно, это вы. Но при этом ему приходится прогибаться, вам приходится под него прогибаться, да, чаще всего это так будет звучать. Просто потому, что он очень властный, очень давит, и против его воли как бы не поспоришь, потому что он сразу же начинает типа кидаться нехорошими словами и уходить. С таким человеком может быть конфликт, да, несочетание характеров и дискомфортное постоянное состояние, когда вы рядом с ним находитесь, потому что будто бы вы находитесь с кем-то вас осуждающим или строгим учителем. Ну вот он погадал. Что ему гадалка про вас сказала? Восьмерка материи. Воин энергии. Весы. Ну, гадалка ему сказала, что он доведет до того, что вас просто уведут. То есть его какое-то поведение ей в картах не понравилось, как вот он тактику, ну, как тактику применяет какую в отношениях, вот это вот передавливание, да, ей не понравилось, и она объяснила, что ты доведешь просто до того, что уведут, ну, вот, допустим, если вы женщина, что вас уведет мужчина, да, если наоборот, вы мужчина, вас уведет другая девушка, еще и моложе, да. То есть, понимаете, вот как бы она так показала, что вы-то на самом деле нужны многим людям другим, но остаетесь с этим человеком из-за того, что у вас есть чувства, и что вам от этого уже больно, а еще вы подозреваете любовный треугольник, который может здесь иметь место, и что от этого еще больнее и неприятней. И сколько вы, мол, будете это терпеть, никто не знает, но, скорее всего, это терпение от того, что у вас есть чувства, да? И что эти чувства, они все равно когда-то могут уйти, и вас уведут кто-то более лучший. И она сказала, что если ты хочешь спасти любовь, спасти отношения, наверное, нужно все-таки как-то начинать выруливать, да, из этого, то есть вести себя несколько иначе. Делить все поровну, вкладывать поровну энергию в отношения, совершать более такие серьезные шаги и спасать друг друга, да, спасать отношения. Вот такие советы, она неплохие дала советы, она была на вашей стороне, я считаю, это было правильно, и надеюсь, что человек взял себе эту мысль, да, в голову вложил. И, ну, обычно слушают гадалок, конечно, и, соответственно, воспользуются той информацией, которую получил.
Ну, вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.